Добрый день. Сегодня мы в Курумканском районе, в гостях у настоятеля Курумканского дацана Гандын Шидулин, Олег Ламы Намжилова. Здравствуйте. Здравствуйте. Иши Намжилама, расскажите, пожалуйста, о себе, как вы пришли в буддизм? В буддизм я пришел после армии. В 1990 году я призвался в советскую армию, и в 1992 году демобилизовался уже из рядов вооруженных сил российской армии. В 1993 году я поступил в Вилогинский буддийский университет, потом приехал в Курумканский дацан, работал ламой, с 2000 года стал ширет ламой, был избран на всеобщем собрании и утвержден нашим хамбалмой. Ну и до сих пор вот являюсь ширет ламой Курумканского дацана. Олег Лама, можете рассказать, где, когда и как вы познакомились с Намжил Ламой? Познакомился с Намжил Ламой я в 1994 году. У нас в Курумканском районе открылась школа хубраков. Мне было 9 лет. И при поступлении в эту школу я обратил внимание, что всем заведует такой высокий парень в ламской одежде. Он представился, Намжилов, в миру его зовут Олег, так, ламское имя Намжил Лама. С 1994 года Намжил Ламу я знаю. Лариса Георгиевна, расскажите, пожалуйста, где, как и когда вы познакомились с Иши Намжил Ламой? С Иши Намжил Ламой, в народе известном больше как Олег Лама, я познакомилась в 1996 году. Тогда я работала ответственным секретарем в районной газете «Огни Курумкана». Олег Лама со своим братом Артуром Ламой пришли к нам с предложением выпускать в газете буддийскую страницу. Редактор согласился, и все материалы проходили через меня, так как это были мои служебные обязанности. И постепенно я стала интересоваться буддизмом, буддийской философией. Ну и, как говорится, доправилась и докорректировалась. Мне понравился буддизм. Впоследствии я приняла посвящение у его святейшества Багдога Гена и Геше Джампа Тинлея. И с тех пор я связана с дацаном. После выхода на пенсию, когда я уже полностью освободилась от работы, Олег Лама предложил мне больше помогать в дацане. И с тех пор я уже постоянно, почти каждый день я бываю в дацане. Можете рассказать о чем-нибудь необычном из вашей совместной работы, деятельности? После того, когда в 2006 году я закончил и приехал служить в свой родной Курумканский дацан, Намжил Лама уже на тот момент был ширетой, заступил в штат Курумканского дацана. И вот с 2006 года, как я штатный лама Курумканского дацана, много, конечно, интересного происходило. Много того, что, по крайней мере, из разряда чудесного можно объяснить. Ну, как один из вариантов, вот, который очень свеж на моей памяти, это когда мы искали место для возведения субургана в честь памяти Аграмбы Гомбаламы, многие там старожилы указывали то одно место, то другое место, но Булса, где родовой он-то, да. И Намжил Лама просто показал, вот там, давайте там поставим, то есть по гаданию, по всему этому вот как бы подходило. И когда начали уже, как это, дерн снимать, да, почву для закладки, там обнаружился Хонхочер. То есть там сама местность, она очень большая, Хадымбурик. И ну, вот это было очень удивительно для меня лично, когда я вот это все я увидел. Ну, как один из. А так, в общем, на практике, служа вместе с Намжил Ламой, под его началом, встречал очень много таких разных вещей. О них можно много говорить, но вот то, что мне врезалось, вот то, что жило, вот именно нахождение колокольчика с ваджрой на месте будущего субургана Аграмбы Гомбаламы, местности Хадымбури нашего района. В чем, на ваш взгляд, его отличие от многих людей? Молодым я его хорошо помню. Он был горячий, порой не сдержанный, быстрый очень. Ему и все делил на белое и черное. Но вот за эти годы он очень сильно изменился. И я считаю, что это благодаря буддийским практикам.
Особенно в этом большую помощь оказывают затворы. Он стал более сдержанным, более таким внимательным, спокойным. И свою негативную энергию он старается преобразовать в положительную энергию. Все свои эти, вернее, даже негативные эмоции он преобразует в свою внутреннюю энергию. И считаю, что да, за эти года он очень сильно изменился. Можете рассказать о его деятельности по распространению буддийского учения на территории Куромканского района? С 2006 года у нас были восстановлены все большие ежегодные хуралы, в том числе Мейдеры, который не проводился в нашем районе там, больше 80 лет. То есть это у нас зеленый конь, карета. Также были приобретены и освящены все значимые для нашего дацана статуи. Возобновлена традиция поклонения Жамсаран Сакисуна. Построены много субурганов на территории нашего района. Проводится просветительская деятельность. Да. Можете рассказать о его творчестве, о его работе с прихожанами? Да, вот последние годы особенно. Он и в молодости иногда писал стихи, но как-то так вот, не очень много. А вот последние годы он очень увлекся своим творчеством. Видимо, вот этот буддийские практики его настроили, раскрыли еще больше его способностей, его талант. Он сейчас пишет музыку, стихи пишет, клипы создаем, выпускаем. Это совершенно новое направление в буддизме. Таким образом, он старается как можно большему количеству людей показать буддизм со своей истинной стороны. И старается, чтобы люди меньше делали плохих поступков, чтобы они не накапливали негативную карму. И последние вот 2 года мы принимаем в дацане больных детей. Олег Лама садится в затвор и начитывает лечебную мантру, которая лечит этих детей. И эффективность довольно хорошая. Я не скажу, что 100%, но очень много детей поправляются, выздоравливают. И многие родители нам очень благодарны, потом звонят, еще благодарят, еще хотят приехать, чтобы закрепить полученный эффект. И даже вот группа тувинских родителей нам преподнесли благодарственное письмо. Как проходит ваш день? Как начинается, как завершается? Но я просыпаюсь рано, и день у меня начинается с простираний. Первая практика у меня простирание, у меня на это уходит где-то около часа, час с лишним. В 7-7:30 я простирание заканчиваю, ну и умываюсь, кушаю, еду в дацан. Потом в течение до обеда, если людей нету, я провожу часть формальных практик, пишу зурхай, ну, пишу что-нибудь. После обеда то также принимаю людей, если людей нету, то пишу что-нибудь, ну, или читаю что-нибудь, изучаю что-нибудь. Потом провожу другую часть формальных практик. Потом возвращаюсь вечером, выкладываю в интернет свои материалы, посты. Там в интернете очень много тоже читаю, ищу. Ну и вечером провожу вечернюю практику и ложусь спать. В принципе, примерно так у меня каждый день проходит. До сих пор интересно ли вам дхарма Будды, как бы практика учения Будды? Да, конечно. Чем, как говорится, больше изучаю, чем больше узнаю, тем больше хочется еще узнать, больше хочется применить на себе. А вы выполняете ежедневные обязательства буддиста, например? Да, обязательно, конечно. Ешенам Лама, расскажите, пожалуйста, о буддийских практиках. Можете что-нибудь сказать об уровнях реализации? Как-то разложить это по стадиям, этапам? Ну, большинство людей как бы живут, больше всего используя внешнее грубое сознание, которое основано на работе 5 органов чувств.
ну, как бы то, что видим, то, что слышим, мы за этим увлекаемся или, наоборот, от этого отстраняемся. Мы как бы живем вот в этом измерении грубого сознания. Буддийская тантра, она работает с тонким сознанием. Ну, наиболее ярко тонкое сознание у нас проявляется, когда мы видим сновидение. Когда мы спим, человеческое тело отдыхает, и 5 органов чувств отдыхают, ну и грубое сознание как бы отключено. И здесь вот мы, когда видим сновидение, это четко мы видим работу нашего тонкого сознания. Но тонкое сознание, оно работает, конечно, не только во сне, оно также и наяву у нас работает. Это наши ментальные, это наши мысли, переживания и так далее, и так далее. Методом осознавания буддийская тантра, она как бы работает с тонким сознанием. И когда очень хорошо можно эти стадии, эти этапы развития увидеть по снам практикующего человека, практикующего буддийскую тантру человека. Ну, например, человек получил посвящение, передачу от одного учителя, практикует это учение по силам своей возможности, и во сне этот учитель к нему приходит. Когда во сне учитель явился, это очень хороший сон. Это говорит, что тонкий ум учителя и ученика в этот момент контактирует, как бы слился. Ну, и в этот момент тонкое сознание ученика получает благословение от учителя. Ну и также внутри вот в этого как бы можно сказать о следующих этапах развития, когда учитель говорит, когда учителя мы слышим, когда мы его понимаем, когда мы размышляем, ну и в конце концов, когда мы можем говорить с учителем. Иногда в основном мы не понимаем эти значения снов. Почему? Потому что во сне наше сознание еще работает как бы больше всего привыкло и большей частью работает на уровне грубого сознания, поэтому вот эти сны, они у нас как бы зашифрованы, закодированы, и поэтому, чтобы разгадать значение вот этих снов, ну, нужна будет помощь учителя. Ну и следующие этапы в духовном развитии, это будут, если будет приходить во сне учитель, которого в реальной жизни ученик не видел, которого вообще не знает. Ну и если, в конце концов, если приходит во сне учитель, которого уже давно нету. Ну вот это, наверное, если с таким учителем, если ученик во сне разговаривает, это говорит, что его тонкое сознание настолько уже расширилось, настолько уже раскрыло свои способности. И если в тонком сознании этот ученик еще говорит с учителем, это говорит, что он уже раскрыл свою горовую чакру на такой уровень, что может преподавать, говорить о дхарме, то есть может учить дхарме. То есть, это уже как бы такой уровень говорится. Но чаще всего люди, этот сон, опять же, он бывает зашифрован, завуалирован. Мы не понимаем. Почему не понимаем? Потому что, опять же, мы находимся во власти грубого сознания. Поэтому нам в основном является во сне всякими символами и мирскими понятиями. Например, если к нам является во сне Сахьюсон, защитник учения, мы его не можем увидеть в его истинном облике, потому что мы живем в грубом сознании в основном, большей частью своего времени. Но когда мы перейдем на тонкий уровень сознания, мы уже будем видеть во сне не медведя, а уже самого Сахьюсона. Будучи мы, когда сейчас находимся в грубом сознании, мы, конечно, будем видеть его Сахьюсона в облике медведя, скажем так, да, к примеру, да. Ну и наше тонкое сознание, оно настолько безгранично, настолько необъятно, и оно действительно в себя включает все. В наше сознание, в тонкое сознание все входит. И вся сансара, вся нирвана, все прошлое, все будущее, вся Вселенная, все входит в наше сознание. И наше сознание, оно, вездесущее. Например, мы в прошлое время, когда мы видим во сне, мы можем видеть во сне некоторые фрагменты из прошлого в нашей жизни. Это говорит о том, что прошлое время включено в наше сознание, содержится в нем. Также мы иногда можем видеть какие-нибудь пророческие сны из будущего. Это говорит о том, что будущее также содержится в нашем сне. То есть в нашем сознании. То есть наше тонкое сознание, оно настолько огромно, необъятно, настолько то есть все содержится. И познав вот это сознание, тонкое сознание,
Мы познаем самого себя, и автоматически мы познаем весь окружающий мир. Мы начинаем понимать не только сны, мы начинаем понимать весь этот мир. Мы начинаем понимать происходящие события вокруг нас. Мы начинаем понимать людей, их поступки. Мы уже видим гораздо дальше, чем эта жизнь. Мы можем видеть будущее, можем видеть прошлое. То есть границы нашего сознания безграничные, то есть необъятные. И чем лучше человек занимается практикой, тем он все лучше и лучше начинает понимать эту жизнь, это сознание самого себя. Ешен Намжи Лама, ваша деятельность в социальных сетях интернета большая. Вы много пишете. Ваше творчество в разных сферах удивительно. Откуда у вас все это? Частично творческому росту способствует буддийская практика. Я в затворах в основном начитываю мантру, а мантра, она раскрывает творческие способности речи, языка, она очищает горловую чакру. А вот это все литературная проза, поэзия, пение, музыка, оно все находится в сфере горловой чакры. И когда мы с помощью мантры, начитки мантры очищаем горловую чакру, это освобождается и уже раскрывается способности, если они есть у человека, они раскрываются. В принципе, любая мантра раскрывает горловую чакру, и, в принципе, любому человеку она может помочь в этом виде творческой деятельности раскрыться лучше, больше. Странник сансары, ослеп и оглох, следуя зову кармических снов, словно в пустыне жарких оков, ищет он воду по знаку.